Так, молодцы. Поменялись парами. Сыргак, давай шустрее. Так, все, молодцы. Построились. Брат, больше не опаздывай. Ладно? Так, кто сегодня оплату принес? Ладно, идите переодевайтесь. Извините, Улан Баке. Я сегодня спрашивал у родителей, а они сказали, пока нет денег. Ничего страшного, Муратик. Потом отдашь. Беги переодевайся, а то последним останешься. Салам, а что на тренировке не было? Я болел. Ну, смотри, завтра не опаздывай. Апа, Улан Баке пришел. Привет, дорогая. Садись, сынок. Айгерим, налей чай брату. Ай, апа, опять что-то вкусное приготовили. Садись. На, Айгерим. Садитесь. Кушай. Апа, а что вы себе не положили? Ты же знаешь, сынок, у меня больной желудок. Я лучше чай попью. Нельзя же так, апа. Надо лекарства пить. Какие тут лекарства? Здесь таких нет. Надо в столицу ехать. А там все дорого. Твой отец столько долгов после себя оставил. Все хозяйство пришлось распродать, чтобы рассчитаться. Айгерим, иди уроки поделай. Нам поговорить надо. Апа, зачем ты каждый раз об этом вспоминаешь? Теперь мы никому не должны. Не переживай, все наладится. Как же наладиться? Как не переживать? Нам скоро землю засеивать. А у нас ни зерна нет, ни скотины нет. Что будем делать? Если не успеем, как зиму проживем? Не знаю. У нас только во дворе Ахсуру остался, но его нельзя продавать. Он нам как родной. Мы не будем его продавать. Должен быть другой выход. Да разве здесь что-то придумаешь? Ты бы поехал в столицу, поработал. Что ты здесь пропадаешь? Я не могу поехать. Мое место здесь. Айгерим пока учится. А ты съезди, поработай. Да что я там буду делать? Кому я там нужен? Мне здесь хорошо. У нас земля есть, но денег нет, чтобы ее обработать и засеять. Скотину надо купить. А здесь, сынок, разве можно что-то заработать? Вон, наши соседи уже все семена закупили, скотиной обзавелись. Скоро сеять начнут. Это Марат им деньги присылает. Он год назад уехал. Уже на ноги встал, семье помогает. Вы же как братья были, вместе тренировались. Поезжай к нему. Он тебя не оставит. А вы тут как без меня? На что жить будете? Как-нибудь проживем, сынок.
Ты нам больше поможешь, если в городе зарабатывать будешь. Заработаешь, приедешь, купим скотину, засеем поле, женим тебя и заживем как люди. Вот и Джилдыз уехала. Да и черт с ней. Красивой жизни захотела. Пусть ищет. Ассаламу алейкум, ата. Валикум салам. Как дела, сынок? Куда путь держишь? В столицу еду на заработки. Счастливого тебе пути. Будь здоров. Спасибо. Омин Аллах Акбар. Спасибо, ата. До свидания. Не за что, Всего не за что. Доброго пути тебе. Здравствуйте, Азматбеки. О, Уланчик дорогой. Какими судьбами? Извини, в дом не зову.
не в моих правилах. Сам знаешь. Понимаю, Азаматбайке. Ага. Понимаю. Я уезжаю. Деньги нужны. Ага. Вот Ахсору хотел под залог оставить. Дадите? Ахсору хороший конь. Я ж хотел у тебя тогда его купить. Почему не продал, а? Я его не продаю, Азаматбайке. На время оставляю. А деньги потом верну с процентами. Ай, сынок. Конечно, с процентами. Сейчас без процентов никак. Времена тяжелые, сам знаешь. Кризис у нас сейчас. Хороший конь. Понимаю, Азаматбайке. Ладно, давай коня. Ладно, сейчас я деньги вынесу. Хорошо. Подожди здесь. Ага. Я знал, что рано или поздно ты станешь моим. Какой красавец. Ага. На, возьми. Ага. На, посчитай. Почему так мало, Азаматбайке? Как это мало? Последние деньги тебе отдал. Если цена устроить, иди в другой ломбард. Ладно, вы только присматривайте за ним. Ну, конечно, пойдем-ка туда. Как за своим буду смотреть. Но если деньги вовремя не вернешь, он действительно станет моим. Здравствуй, Илан. Ты что, уезжаешь? Да, Майрам, еду в город. Ну, всего хорошего. До свидания. Иди, удачи тебе. Иди в дом. Вот уже ушел. Возьмите, апа. Сынок, откуда деньги? Я Ахсору оставил, Азаматбайке. Улан-Байке? Вы нашего Аксуру продали? Да, Игорь, мне пришлось. Но ты не переживай. Я обязательно выкуплю его, когда вернусь. Айгерим любит его как родного. Знаю, я тоже. Но как я могу ехать и оставить вас без денег? Я все понимаю, сынок. Не переживай. Я все исправлю, апа, обещаю. Дай Бог, сынок. Дай Бог. Не расстраивайся. Я обещаю, когда приеду, обязательно верну Ахсору. Ну, повернись ко мне. Улан-Байке, вы, главное, сами поскорее возвращайтесь. Я буду очень переживать за вас.
Салам, Мара. Наконец-то ты приехал. Ранее сказали, что ты приезжаешь, и поверил. Нас это не надо? Да, с моей разговаривал. Попросил я тебя встретить, мне и позвонил. Я не знал, не рахмат. Ладно, поехали. А то встали посреди дороги. Ну, ничего. Давай, разбудим. Это твоя машина? Конечно, моя, брат. Сам заработал на нее, сам катаюсь. Хорошая машина. Да, нормально. Ты голодный, наверное, с дороги? Есть немного. Тогда поехали, покушаем. Да, смотрю, ты не в плохой форме. Так же тренируешь? Да, так же. Но ты же знаешь, как там наши оплачивают. Да, знаю. Никак. А сам как тут? Вижу, хорошо устроился. Знаешь, Улик, мне это реально повезло. Я на ноги здесь недавно стал. Меня с моим средним образованием только на базар взяли. Мясо разделывал. Платили мало. Потом в зал записался. А то форму стал терять. А через несколько месяцев зашел к нам один парниша. Холеный такой. С тренером моим начал общаться. Потом тренер подошел ко мне и говорит, что он порекомендовал меня ему, как хорошего спортсмена. И сказал, что я с ним пообщался. Я подошел, познакомился. Его Арсан, кстати, зовут. И он предложил мне поработать на него. Телоком, что ли? Нет, брат, бойцом. Здесь проводятся подпольные бои без правил. На них всякие крутики приходят. Ну, бизнесмены. Короче, бабки в этом деле немалые крутятся. За каждый бой можно несколько штук поднять. Ну, это, конечно, не сразу. Чего несколько штук? Баксов, конечно, не сомнешь. Ничего себе. Не знал, что здесь такое есть. Да, здесь много чего есть, лишь бы бабки были. Слушай, Мара, ты бы мне с работой помог. Конечно, помогу. Но, если честно, здесь тоже работы немного. Конечно, можешь тренером устроиться или на базар. Много не заработаешь, только на проживание. Ну, это я так, чтобы ты не мечтал здесь о легкой жизни, блин. Не переживай, что-нибудь придумаем. Я тебе тут хату нашел недорогую, там пока поживешь. Шустрый ты. А здесь только так. Глазом моргнешь, другие обойдут. А сам с кем живешь? Да, с подругой одной. Да, поехали. Хату твою покажу. Вот, проходи. Ну, welcome. Пока здесь будешь жить. Ну, как тебе? Ничего, нормально. В самый раз. Спасибо, друг. Да, ничего. Сам чем думаешь заниматься? Пока не решил. Думал, как приеду. Видно будет. Ваиле хозяйство надо вести. Как отец умер. Короче, деньги нужны. Закупить много чего надо. Да, брат, знаю. Своим тоже недавно денег отправил. Помогаю по возможности. Скажу тебе честно, ситуация у тебя непростая. Да и работу найти здесь сложно. И что делать? Ты только скажи, я на все готов. Ну, если хочешь бабки по-быстрому срубить, это либо криминал, либо, как я, кулаками. Да мне пофиг. Я не в той ситуации, чтобы выбирать. Ну, криминалом я не занимаюсь.
а с боями могу помочь. Тем более, это как раз по твоей части. Вечером поедешь со мной на тренировку, познакомлю тебя с Арстаном. Ну ладно. Ты располагайся, отдохни с дороги. А вечером зайду за тобой. Хорошо. А сколько я тебе за квартиру должен? Да, не надо ничего. Мара, ты же знаешь, я не люблю быть в долгу. Ну, Лик, ты совсем не изменился. 200 баксов отдал за месяц вперед. У меня есть. Только я тебе нашими дам. На, держи, спасибо за Ладно. все. С хозяйкой сам потом договоришься, исполняется здесь. Значит, ты на несколько месяцев здесь? Да, хотел денег заработать, я обратно уеду. Ну все, до вечера. До вечера. Это он, пойдем. Салам, Арстан. Салам. Че опаздываешь? Друг детства приехал, Причалова. Мы все вместе тренировались, у себя воили. Познакомьтесь, это Арстан. Бойцы отбоя. Он тоже хотел бы спать в боях. Он хороший спортсмен. Когда-то меня побеждал. Но это было в прошлом. Посмотрим. Пока идите переодевайтесь. Хорошо. Ну сейчас стопудово тебя с кем-нибудь выставит на спарринг. Он так всегда делает. Ты, главное, не понти. Если выиграешь, получишь шанс. Если нет, пойдешь на базар. Ну все, я договорился. Выиграешь, будет шанс заработать денег. Будь аккуратней. Он хоть и любитель, но нокаутер хороший. И в партере неплохо работает. Ладно, пойдем. Бойцы. Стоп. Давай, удачи.
Красава! Давай помогу. Ладно, боец. Устрою тебе бой в конце следующей недели. Спасибо. А ты, Мара, готовься, на тебя уже бабки поставили. После тренировки иди домой. Выспись сегодня, завтра ты должен выиграть. Хорошо, братан, как скажешь. Ладно, я поехал. До завтра. Ладно, братан. Ну ты красавчик, Улей. Быстро ты его сделал. Ну все, готовься. Теперь новая жизнь начнется. Спасибо, друг. Я у тебя в долгу. Да хорош ты чё. Пойдем тренироваться. Принимаем ставки на следующий бой. Беркут против черного мустанга. 300. На кого? Сразу говорить? На Беркута. Вот. Пожалуйста. Следующий. Дорогие гости, сейчас вас ожидает интереснейшая схватка, кульминация сегодняшнего вечера. Итак, встречайте, в красном углу Алмаз Сатыбаев, по кличке Берку. Провел 14 профессиональных боев, 10 из которых завершил нокаут, 2 ничьи и всего 2 поражения. Берку. Второй участник сегодняшнего боя Марат Алыбаев, по кличке
черный «Мустанг». В профессиональном ринге провел 11 боев и всего одно поражение. Черный «Мустанг». Надеюсь, все гости успели сделать свои. Че, брат, на Беркута поставил, что ли? Да. Ай, елки. Ничего, в следующий раз повезет. Ладно, пойду свой налик заберу. Ну, Мара, ты как всегда красава. Рахмат, брат. Ладно, я побежал. Завтра в обед увидимся. Хорошо, до завтра. Посиди я сейчас.
Считай. Это за один бой? Да, но это еще мало. Сегодня самые престижные бои были. 2 штуки баксов за 5 минут. Ни хрена себе. А проигравшим сколько платят? Ничего не платят, на то и не проигравшие. Да, хорошая сумма для бойцов. Есть за что выложиться. 10 раз в год организовывают серьезный турнир. Снежный барс называется. Вот тогда выступают серьезные бойцы. Даже из соседних республик приезжают. Такие бои совсем в других местах проводятся. И ставки там очень серьезные. Да и победы там нелегко даются. Ты уже выступал в таких? Нет, я же не так давно выступаю. Во второй раз, когда дрался, проиграл так по глупости. Арстан меня тогда на турнир не выставил, не стал рисковать. С того раза я еще не проигрывал. Теперь я готов. На следующем барсе я выиграю. А сколько получит победитель? В прошлом году 20 штук зелени было. Ох, серьезные бабки. А как туда попасть? Ты сначала начальные бои пройди, а потом уже думай об этом. Ты прав. Что-то я размечтался. А куда конверт положить? Бардачок кинь. Ты что здесь Я делаешь? же знала, что ты здесь будешь. Хотела сделать сюрприз.
Улик, осторожно, повернись! Ну, молодец, братишка. Конечно, заставил понервничать, но отработал красиво. Спасибо. Спасибо, мужики. Держи, заработал. Пока немного, но если дальше будешь так работать, будет больше. Буду стараться. Ты что такой хмурый? Вроде выиграл. Не рад, что ли? Да не, все нормально. Устал просто. Макс, своди его куда-нибудь. Пусть проставится за победу. А то он какой-то невеселый. Не вопрос, ты не пойдешь с нами? Да нет, мне еще пара есть. Почему ты мне не сказал, что Улан приехал? Не успел. Черт. Зачем ты пришла? Я бы его как-то подготовил к этому. Откуда мне было знать? Если бы ты сказал, ты уверен, что он нас видел? Да, мы встретились глазами, когда я тебя уводил. Позвони ему, надо объяснить ему все. Да я бы позвонил, у него сотки нет. На дворе 21 век, а он... Ну ты же знаешь его, не любит он всего этого. Да и нет толку звонить, он все равно не поймет. Сходи к нему, вы же взрослые люди. Вы же друзья. Вечером на тренировке встретимся. Там и поговорим.
Слушай, Улик, нам поговорить надо. Поговорить хочешь? Давай поговорим. О чем? Да ладно, Улик, ты же все понял. Что я понял? Говори понятнее, брат. Я Анас, Жылдыс. А ваш Жылдыс? Интересно. Как так получилось? Что ты мне хочешь рассказать о ваш Жылдыс, а? Не горячись, выслушай. Да, я слушаю, говори. Ты же знаешь, как у нас там происходит. Когда Жылдыс собралась ехать сюда, ее брат позвонил мне, попросил ее встретить. Я ее встретил, помог устроиться. Потом все как-то закрутилось, завертелось, и мы начали встречаться. Ни у меня, ни у нее здесь ближе друг к другу не было. Как у вас все просто? Ты такой добрый. Меня аж тошнит от твоих соплей. Что ты мне тут эти сказки рассказываешь? У вас же все равно ничего не вышло, я в этом не виноват. Ну ты же знаешь, что я ее любил. Так какого хрена ты стал с ней встречаться? У вас все закончилось, только поэтому я стал с ней общаться. И я не обязан оправдываться перед тобой. Не я так хотел. Я не хотел с ней расставаться. А ты поступил как шакал. Да пошел ты! Мужики, хорош! Арстан, я бы хотел тренироваться в другое время. Мне пацаны рассказали, что было. Мне без разницы, что у вас. Из-за чего. Это ваша проблема. Конечно, лучше знаю Марата. И, по идее, должен выгнать тебя из зала. Чтобы вы тут мне спектакли не устраивали. Да, понимаю. Но я уже договорился на несколько боев с твоим участием. И люди стали ставить на них деньги. А это значит, что ты понравился публике. И кличку тебе я уже придумал. Волк нравится? Да, пойдет. Поэтому я уже не могу тебя выгнать. Ваши дела – это ваши дела. Они не должны касаться работы. Будешь тренироваться по утрам. А Марат в свое время, вечером. Я представлю к тебе Максата. Ты его уже знаешь. Пусть с тобой поработает. Пока все. Спасибо, Арстан. Давай. Ну что, малышка, вечером снимем денег? Милый, ты же знаешь, я не люблю все эти драки. Я каждый раз переживаю, когда ты входишь на этот дурацкий ринг. Когда же ты найдешь себе нормальную работу? Если бы я мог найти работу, где столько же платят, поверь мне, я нашел бы. Я не экономист, не банкир. Зарабатываю, как умею. Что ты сразу злишься? Я же за тебя переживаю. Не могу смотреть на то, как вы там друг друга избиваете. А вдруг что-то случится? Ничего со мной не случится. Вон люди каждый день погибают или заболевают чем-нибудь. Тебе ли не знать? Извини, я не то хотел сказать. Если я для тебя обуза, то мне лучше уйти. О чем ты говоришь? Ты же знаешь, я все это делаю ради тебя. У меня больше никого нет. Обещаю, как только мы накопим денег, я сразу же брошу эти бои и займусь какой-нибудь торговлей. Хорошо? Угу.
Красава, Улик. Как обычно, на высоте. Спасибо, Арслан. Ладно, я тогда пойду. Подожди немного. Посмотри этот бой. Тот парниша в прошлом году выиграл снежного барса. И в финале выиграл моего бойца. Поднял 20 штук. В этом году приз подняли до 30. О, серьезные деньги. Вот она, высшая лига. Без шансов. Скоро с такими выходить будешь. А кто это? Его зовут Баха. Не знаю, откуда он. Говорят, детдомовский. Или с интерната. Где тренировался, тоже не знаю. Он дерется хорошо. Я ему как-то предлагал со мной работать. Он отказался. Гордый. Че, сделаешь его? Я горжусь тобой. Это надо отпраздновать. Конечно, малыш. Может, тортик возьмем? Или сходим в кафешку, покушаем? Не хочу никуда. Давай лучше возьмем еды и шампанского. Дом будем отмечать. Элька, ты же знаешь, тебе нельзя. Мне надоели все эти запреты. Диет, лекарств. Почему я не могу делать то, что мне нравится? Малышка, успокойся. Ты должна делать то, что врач сказал. Когда ты рядом, я никогда не думаю о болезни. Мне просто хочется жить. Наслаждаться твоим теплом. Держать тебя за руку. Слышать твой голос. Я хочу быть с тобой столько, сколько у нас получится. Мы сейчас заедем, возьмем бутылку шампанского. Нет, 2 бутылки шампанского. Потом в китайскую кухню. Наберем кучу еды и поедем домой. Хорошо? Я люблю тебя. Я люблю тебя больше. Нет, я люблю тебя больше. Нет, я люблю больше.
тоже решил выступать в боях? Это временно. Да и какая тебе разница? К чему эта встреча? Просто хотела поговорить. Я знаю, ты обижен. Обижен? Ничего себе. И мы же к свадьбе готовились. А ты сбежала. Забыла? Ты представляешь, как я перед всеми выглядел? Тогда всего слишком много навалилось на меня. Я поняла, что не хочу замуж. Поэтому уехала. А зачем тогда говорила, что любишь? И ведь мы могли все обсудить. И решить это вдвоем. Я действительно думала, что люблю тебя. Но это оказалась просто влюбленность. И она прошла. Ну ты же могла сказать мне это в лицо. А почему уехала? Ничего не сказала. Разве твой брат все должен говорить? Неужели я не заслужила услышать это от тебя? Конечно, заслужил. Но мне было страшно. Я поняла, что не смогу жить в том маленьком мире, где нет ничего интересного. Я знала, что ты никогда оттуда не уедешь. Ты любишь землю, тебе нравится ковыряться в ней. Ты считаешь романтичным, когда кормишь скотину. Любишь валяться у речки и мечтать, что построишь большой дом и всю жизнь проживешь в нем. А что в этом плохого? Я думал, ты тоже хочешь того же. Нет, я этого не хотела. И сейчас не хочу. Просто ты никогда меня не слушал. Мне нравится город. Мне нравится ходить в рестораны, водить машину, путешествовать. И когда я поняла, что мы с тобой абсолютно разные, я уехала. Вот ты, оказывается, какая. Как же я раньше всего этого не видел. Ну ладно, к черту это все. Ну почему Марат? Почему он? Я здесь кроме него никого не знала. И когда приехала, обратилась к нему. Марат мне помог с работой. Устроил продавщицей в магазин. Сначала мы просто дружили. Ходили в кино, гуляли. А потом я поняла, что влюбилась. По-настоящему. Все произошло само собой. Мы сделали никя и стали жить вместе. Да, быстро вы. Молодцы. Я уже заметил. Здесь вообще все быстро происходит. Не успеешь оглянуться, как твоя жизнь резко меняется. Я не понимаю этого. Так не должно быть. Ты можешь меня ненавидеть, но Марат, он ни в чем не виноват. Он всегда считал тебя своим лучшим другом. Он хороший человек, он... Все, замолчи! Он! Это он тебе в постели говорил, какой он мне друг? Прости. И что я еще могла ему сказать? Что когда работала продавщицей, по наивности связалась с хозяином магазина, который всякими сказками склонил меня к сожительству. Когда забеременела, выгнал, сказав, что это не его ребенок. Что я пришла тогда к Марату, ближе которого у меня здесь никого не было, и рассказала ему все, что домой я ехать не могла. Осталась у него, и он меня ни разу не тронул, пообещал, что когда рожу, скажет моим родным, что это его ребенок, и женится на мне, если я захочу. Что до этого я спала в спальне, а он ютился на кухне. А когда у меня случился выкидыш, он заботился обо мне как о родной, по нескольку раз в день навещал в больнице. У меня было все, что нужно. Что когда я выздоровела, переехала к нему уже как жена. Как я могла рассказать это Улану? Да и кто бы смог? Помню свой первый бой. Тогда победа досталась мне тяжело. Все лицо было в ссадинах. Но я был самым счастливым человеком. Деньги давали чувство уверенности, которой у меня давно не было. На следующий день я наконец-то переехал с общаги и снял квартиру. Пришмотился.
Все казалось по плечу. Она сидела во дворе и плакала. Не знаю почему, но я подошел и сел рядом с ней. Я ничего не говорил, просто смотрел на нее. Потом она успокоилась, посмотрела на меня и увидела мое побитое лицо. Она прикоснулась к моей щеке и спросила, больно ли мне. Никто и никогда не спрашивал меня об этом. В детдоме такие вопросы не задают. Я сказал, что немного больно. Как-то ко мне подошел мужчина в возрасте и сказал, что он ее отец. Он рассказал о ее болезни, что ей нужна медицинская помощь. Когда она узнала, что у нее рак, поссорилась с родными и сбежала из дома. Они знают, что мы живем вместе, но боятся с ней встречаться. У нее может быть нервный срыв. Он просил меня перестать с ней общаться и повлиять на нее, чтобы она вернулась домой. Я пообещал, что поговорю, но пока не решился. Не хочу, чтобы она нервничала. А может, просто не хочу расставаться. Ведь я способен позаботиться о ней. В больнице мне сказали, что в Германии есть хорошие специалисты, которые смогут помочь, но лечение стоит дорого. Скоро будет турнир. Я должен победить. Будь аккуратнее. Салам, Улик, как жизнь? Салам, Арсен. Да нормально все. Пойдем посидим, поговорить надо. Ты, наверное, уже слышал о турнире «Снежный барс»? Да, слышал. Тут все о нем говорят.
А правила знаешь? Ну, как обычно, наверное. Ну, в принципе, да, но не совсем. Я тебе расскажу. На этом турнире будут выступать 8 бойцов, которые ни разу не проигрывали последние полгода. Призовой фонд будет 30 тысяч долларов. Никаких вторых и третьих мест нет. Победитель забирает все деньги. Почти все участники уже определены. Среди них и Марат. Об этом я и хотел поговорить. Некоторые люди хотят видеть тебя в этом турнире и готовы ставить немалые деньги. Поэтому организаторы вышли на меня, чтобы узнать твое мнение. Что ты об этом думаешь? Конечно, я согласен. Я не сомневался, что ты согласишься. Но здесь есть один момент. Они хотят быть уверены, что ты сделаешь все для победы. Если ты меня выставишь, я сдохну там, но выиграю. А как же ваша дружба с Маратом? Вдруг вы окажетесь вместе на ринге? Он мне уже не друг. Если окажемся на одном ринге, я его порву. Это я и хотел услышать. Теперь ты участник турнира «Снежный барс». Ладно, готовься. У тебя 20 дней на подготовку. Спасибо, Арстан. Я не подведу. Ну, салам, Мара. Заходи, садись. Ну что, Мара, как здоровье, как супруга? Рахмат, все хорошо. Я по поводу турнира хотел с тобой поговорить. Ты, наверное, еще не в курсе. Там твой Кен будет тоже участвовать. Что думаешь об этом? Не Кент он мне, так знакомый. Мне без разницы, будет он участвовать или нет. Значит, мне и другим людям не стоит переживать, что вы что-то замутите? Да ты че, Арстан? Ты же меня знаешь, я не такой. Если пересечемся с ним в бою, я его сделаю. Зря ты его выставил. Меня люди попросили, вот и выставил. Он пока еще ни разу никому не проиграл, так что готовься хорошо. Ладно, Мара, я только это и хотел от тебя услышать. Все будет нормально, я готов к любому бою. Эля, ты что там такое вкусное готовишь? Придешь, увидишь. Уронила что-то? Эля. 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 Если что-то еще надо, вы только скажите, я все достану. Я же говорю, все есть. Вы все принесли. Сейчас будем делать анализы. Болезнь серьезная. Все надо проверить. Ей сейчас нужен покой. Пусть недельку-другую полежит. Мы все обследуем. А сейчас вам лучше пойти отдохнуть. Хорошо. Если что-то нужно будет, вы только позвоните. Хорошо.
Салам, Арстан. Улик, салам, как жизнь? Нормально. Я бы хотел узнать, а почему ты меня на бои не выставляешь? Зачем? Ты сейчас готовишься к серьезному турниру. Вдруг проиграешь? Тогда тебя могут убрать. Я не проиграю. Я в хорошей форме. Мне деньги нужны. Ох, Улик, не знаю. Я подумаю. Может, устрою тебе один бой перед турниром. Рахмат, Арстан, буду благодарен. Ладно, давай. Ладно. Жестче работай, жестче! Вставай! 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 Руку забирай! Руку забирай! Тяни! Тяни! Руку забирай! Тяни, я тебе говорю! Ули, как ты мог? Он же вообще никто. У него поражений больше, чем побед. Ты все обосрал. Что теперь? Да не знаю я. Все так быстро произошло. Вроде бы он вырубился. Походу, не видать тебе турнира. Он теперь может претендовать на участие вместо тебя. Ладно. Иди домой. Я подумаю, что можно будет сделать. Утром будь дома. Позвоню на домашний. Когда ты себе сотку возьмешь? Да возьму скоро. Как же я так ложанул? Все так хорошо шло. Я всех подвел. Ну что, проснулся, горе-чемпион? Да встал уже. У тебя сколько денег есть? Около 2,5 штук. А что? А я вчера пообщался с тем бойцом, ну, который тебя так красиво поломал. Да хватит уже, и так хреново. Короче, он может отпрыгнуть от турнира, если ему бабок дать. Постараюсь уломать его на то, что у тебя есть. Так что тебе решать. Или будь у меня в офисе, или жди следующего турнира. У меня нет столько времени. Тогда едь домой. Ладно, Рахмат, Арстан. Давай, удачи. Тебе повезло, что он согласился. Он знает, что не выиграет, но все равно мог выступить. Иди, готовься. Осталась неделя. Теперь ты не можешь проиграть.
Хоть я и знал, что у меня не было выбора, но на душе все равно было противно. С теми деньгами, что у меня были, я не решил бы своих проблем. И сейчас у меня нет выбора. Я должен выиграть. Арсик, ты сам на кого поставил? Сегодня двое моих выступают. На них и поставил. На обоих, что ли? Да, они у меня мутные ребята, но я уверен, один из них сегодня выиграет. Дорогие гости, хочу поздравить вас с тем, что сегодня вам посчастливилось оказаться здесь, на этом уникальном турнире «Снежный барс». Сегодня вы увидите настоящих бойцов без правил, настоящих профессионалов. Они встретятся здесь, в этом восьмиугольнике, лицом к лицу, чтобы оспорить право называться лучшим файтером по боям без правил этого года. В турнире «Снежный барс» не бывает вторых и третьих мест. Победитель забирает все. Главный приз в $30 000. За главный приз $30 000 поборются 8 профессиональных бойцов. И только сильнейший заберет эту кучу денег с собой. Итак, все ставки сделаны. Я объявляю первую пару. Я настроен только на победу. Я понимаю, что другие участники данного турнира настроены так же, но им придется столкнуться со мной, и это будет для них большая проблема. Я не боюсь проиграть, пусть боятся другие. Только победа. Больше от этого турнира мне ничего не нужно. Видите эти руки? Они мне в этом помогут. Или я выйду отсюда с крупной суммой, или меня вынесут. Готов! Готов! Готов!
господа, вот это настоящий бой. Вот это настоящая воля к победе. Аплодисменты, друзья! Я напоминаю, что в турнире «Снежный барс» не бывает вторых и третьих мест. Сейчас нас ждут два полуфинальных боя. Кто же выйдет в финал? Скоро узнаем. А пока небольшая шоу-программа. Ну что ж, а мы продолжаем, и я объявляю начало полуфинальных боев. Это моя работа. Я знаю, что делаю хорошо. Спорт и бои – это лучшее, что у меня есть. Конечно, после семьи. Я держал верх над многими серьезными бойцами. И на этот раз стану первым. Я в хорошей форме и настроен только на победу. Это все, что я могу делать. И делаю это хорошо. У меня есть ради кого рисковать. Проливать пот, кровь. И я рад, что могу. В прошлом году я уже выигрывал этот турнир. И в этом ничего не изменится. Я снова возьму главный приз.
Теперь оба твои в финале. За кого будешь болеть? Победит сильнейший. Итак, уважаемые гости, дождались. Финальный бой. Главный приз в $30 000 унесет только один. Надеюсь, вы сделали правильный выбор. Мы начинаем! Я тренирую детей своей моей. Мне нравится моя работа. Но, к сожалению, это не приносит денег. Поэтому я оказался здесь. Если выиграю, я обратно уеду. И снова буду тренировать. Мне нужна эта победа, чтобы изменить свою жизнь, жизнь своих родных к лучшему. На этом турнире будут выступать сильные спортсмены. Конечно, будет сложно. Но я все сделаю для победы. Мне без нее никак.
Это ты? Элька, как ты? Что с твоим лицом? Прости, малыш. Я проиграл. Ты мой чемпион. И этого у меня никто не отнимет. Ни о чем не переживай. Ты не поверишь. Сегодня утром приходили мои родители. Они обо всем договорились с врачом. На следующей неделе меня отправят в Германию. А когда я приеду, они больше не будут мешать нам. И мы будем вместе всегда. Джик, это ты? А ты кого-то другого ждешь? Да нет, просто спросил. А чё ты сразу извишь? Ты все еще расстроен из-за проигрыша? Конечно. Эта победа нужна была мне. Нам. Ты что такая счастливая? Куда ты ходила с утра пораньше? Я ходила к врачу. А что случилось? У тебя что-то болит? У нас будет малыш. Что? Здравствуйте, Азматбеки. О, Уланчик, дорогой, приехал уже? Хорошо, хорошо. О, Айгерим, какая взрослая уже стала. Большая стала. Азматбеки, мы за Аксуру пришли. Вот деньги принесли. Так быстро? Ты что, кого-то ограбил? Нет, что вы, заработал. Там что, так хорошо зарабатывают? Эх, надо было там филиал открыть. Азаматбеке, приведите нашего Аксару. Я очень по нему соскучил. Да. Сейчас. Доча! Доча, приведи коня! Приведи Аксуру! Сейчас. Уланчик, у меня тут одна бабка козу оставила, и все, пропала. Может, заберешь ты ее, раз у тебя деньги есть. Ну, даром отдам. Да, я подумаю, Азматбеки, подумаю. Ладно, хорошо. Здравствуй, Улан. Спасибо, все хорошо. Я за ним хорошо смотрела. Спасибо. Спасибо, в кармане положишь. Ну что,
Видишь, вся в отца, да? Похоже? Ага. Азамат Байке, мы вас приглашаем сегодня на ужин в честь приезда Улана Байке. Да, проходите. Пойдем, да? Ради такого дела обязательно придем. Конечно, придем. Ага. До вечера. Когда перед тобой незримый бой самим собой, навстречу к новым достижениям садимся в поезд. В песках по пояс, искать не пояс, а свободу. И ждать, когда небо в засуху даст нам воду. И сжав веру в кулак, и флаг вверх поднимем. Докажем правду тем, кто думает, что мы поднимем. Тот, кого ты считал родными, тебя предал, но вы крепче стали по жизни твое кредо. Незамедлительно вверх цели, незамените момент. Ценим тех, кто нас не за успех ценит, нас ценит. И пусть города дарят возможность ему одному идти по этому пути мутному. Завоевать внимание зрителей среди 8 теней. Сердце голосит, не выбирай, возьми смелей. Ты видишь свет вдали, где стоишь след вдали. Ты видишь, где далее медали, как день за днем тает. Ты видишь свет вдали, где стоишь след вдали. Вершина зданий, ты на грани. Победа за тобой, это боль без правил. И глаза увидят улыбку мамы. В ней нет никогда обмана. Ей он дарит каждый день тепло, но есть одно да. Среди сотен но благодарность совершаем во благо родных. Мы кому покажется диким, это их мир. Вдох, выдох и снова в бой. Несправедливый спарринг, но победа за тобой. А ты решайся, вокзалы, трассы разные ведут вдаль, связался раз с ними. Выходя на ринг, страх враз снимет. Здесь нет рефери, вас никто не разнимет. Ты сделал ошибку, может быть ее не исправить. Но это твой бой, без правил. И в холод лютый ты поможешь ей согреться. Ведь сила не в руках, сила в твоем сердце. Ты видишь свет вдали, где стоишь след вдали.